раза. Я ждал, я знал, что будет перенос срока, ну, официально не было, но сейчас уже официально срок проведения Апимонди 47 в Уфе перенесен еще на год, то есть в 2022 году будет, осенью. Видимо, не сентябрь, уже в этот раз говорили, что не сентябрь, надо август почему-то. Вроде в сентябре. Ну, август работать только. Ну вот я не знаю, они почему-то мечутся. Почему Если память не изменяет, 22 сентября написали. 22 сентября? Ну точно могу ошибиться. Ну, не знаю, вот там тоже могут быть эти совмещения. Я, значит, имею всю информацию. Эта информация у меня вот на флешке, вы можете мне ее переписать. Все это значит что? Перед тем, как Россия вступила в этап подготовки, был проведен форум в Казани. Он был проведен год назад, да. Значит, там разработали все ключевые моменты, обращения во все министерства, штук 10 их там, какие акты надо подправить, то есть все используется, значит, для того, чтобы поднять пчеловодство. Вот это вот событие Апимонди, это все есть, и я не буду на этом останавливаться. Просто желающие все это, значит, спишут с флешки хоть сейчас, вот, после семинара. Я флешку отдам где, вот, если есть желание. Вот. Теперь, значит, выделены, да, кто организатор, очень важно, ведь это, ну, все министерства, там, сельского хозяйства, экологии и так далее. А из общественных организаций это БУТов, это Российский союз, как он? Российский национальный союз пчеловодов, такое, БУТов, Арнольд. Вот. Он, и есть еще один союз пчеловодов и переработчиков пчеловодной продукции, МАНАПов. Вот. Он в основном, значит, объединился с Алтаем. В Алтае есть Тастан. Член Совета Федерации. Он. Да. Серьезный человек. И вот эти люди, они все и там сейчас это самое, провели эту работу. Что в тех документах, я даже не буду это включать. Мне почему-то это не хочется занимать здесь практические пчеловоды, а я начну, значит, официально. Кому надо, прочитайте, хорошо? Договорились? Так может на сайт выложить эта информация, если есть? Давайте на сайт. Проще с сайта скачать. Давайте сайт. Все, договорились на сайте. Все, Игорь. Да. Конечно. Я просто скажу, что там есть. Вот там написаны группы по профессиональным всяким вещам. Кто-то лечением, кто-то кочевкой, кто-то ульями, типами и так далее. И вы можете записываться в эти группы, и вы попадаете в сообщество небольшое, значит, людей, которые этот вопрос будут обсуждать вот эти 2 года. Ну и, возможно, все выльется в доклад. Кто сделает доклад, непонятно. Но есть такое предложение. Теперь есть еще один файл, называется «Самые важные темы, которые надо, значит, для пчеловодов, которые надо разрабатывать». Все. Ну, меня касается пыльцевой анализ. Для вас там, вы найдете для себя каждый, и будете эту тему, мы потом, когда все познакомятся с этими материалами, мы, может быть, на семинаре обсудим, ну, объединимся. Вот кому интересен пыльцевой анализ? Я с теми людьми буду работать. Вот, раз уж вышел, сел на конька, надо прокатиться. Значит, пыльцевой анализ. Значит, он нужен пчеловодам, полинологам, экологам, криминалистам, аллергологам и еще там. То есть он многим людям нужен. И мы это дело, значит... У нас сейчас это делают? А? Вот, делают у нас сейчас пыльцевую? Иду к этому. Вот делайте, мы будем... Я еду на быстром коне. А то негде сделать здесь даже. Да. Значит, была у меня аспирантка. Значит, цель-то была какая? Значит, двойная. Первая, атлас составить. Ну, в атласе надо делать хорошие изображения, которые получены не с помощью оптического микроскопа, а с помощью электронного.
Потому А что... не проще заказать, он готовый есть, 1005, по-моему, стоит. Что? Такой атлас. Он есть, существует. Да, этот вопрос тоже мы поднимали. Вот сейчас пчеловод обратился с Курил, там у них совсем другие цветы. Потом, значит, мы вот в прошлый раз выступал ботаник, да? Ботаник. Он говорит, что форма пыльцы липы, которая, значит, на Дальнем Востоке, разная. То есть надо под регион. Около 16 видов разных лип. И сейчас речь идет о том, чтобы каждая какая-то, значит, зона региональная, ну, Поволжье, там, или Средняя Россия, имели как бы свой атлас. Ну, или, как говорится, варианты должны быть. Может, в одном атласе это все, но варианты должны быть, вот. Поэтому... А потом, а где вы видели атлас? То, что сделала этот тенториум, это не атлас. Нет, в интернете видел, там один анализ делать, у него атлас на столе лежит, я видел. Где он покупал, я не знаю. У нас Но тоже он лежит. работает с Рязанской этой, с Рязанской, как она называется? Ну, в общем, институт пчеловодства раньше был, сейчас не знаю, по новой. С Рязанью работает. И с Пермью. В Перми, говорят, что тоже там развито. Доброе утро. Да. Да, мы сейчас вот начали семинар. По-быстрому расскажи, а Монопол Я что вам такое тогда сделал? перезвоню, Монапов я хорошо? вообще не знаю. Я Нет, сказал ладно, про Монапов, чувствую. а Тостан. Я про Тостан. Ну давайте, давайте. А Монапов даже в Юрию первый раз, не знаю. А это инновационная рамка доклад у него есть в интернете. Просто, может, ты не понял, не про Тостана говорил. Он алтайский. Хорошо, я вам и позвоню он всё переработчик, равно. он не пчеловод. Ага, спасибо. Сам Да, спасибо, практически спасибо. должен, Значит, уже второй пчеловод не присутствует по причине покойники. Хоронить надо. Ни один из Воткинска. Я сам переболел месяц назад, так что тяжело, что Вот. аккуратнее. Поэтому вот такие дела. А? Так, Я уже То часто есть- боюсь, Это с косой, которая она где-то тут рядом ходит. я в октябре. Так вот, значит, вернемся к пыльцовому анализу. Атлас это отдельная тема, и она это. Дело вот еще все в чем. Когда пыльчинка падает, ну, мы делаем, Я пчеловод. выделяем из меда пыльчинки, и она падает на предметное стекло, может так, у нее две оси, допустим, полярная, экваториальная. Она на бок может и так далее. И ее изображение в 2D, оно может не совпасть с тем, что в атласе. В атласе должен быть, значит, эталон 3D. То есть вот прямо в атласе по программе он вращается вот так вот и сравнивает с твоим то, что у тебя 2D на предметном стекле. И если одна из проекций здесь вот совпала, значит все, идентификация. Вот поэтому атлас нужен Электронный. электронный 3D причем. Вот на это настроил, так сказать, нас вот этот оргкомитет. И благодаря тому, что у меня книжка на эту тему написана, меня включили председателем секции по полинологии и флоре, хотя я в этом ничего не понимаю, просто распознаю зерна. На следующей неделе примут Но правила, пришлось согласиться, ладно, бог где с ним. они есть. Так вот, дальше, значит, Никому не надо будет практически. пчеловод. Вот еще начинающий пчеловод. Если, говорю, на следующей неделе примут те правила, которые там у них в проекте, то никому не надо будет пчеловодство. Ну ладно, давайте не будем о грустном. Значит, теперь вот эта аспирантка, значит, она в принципе разработала программу, и можно было уже распознавать. Это очень трудно, но она, значит, познакомилась с какими-то сектантами, и они привели в рясах прямо и увели у меня из рабочего стола это, и не отпускают. То есть, но эта самая наука у меня загнулась. Вот так. Но я создал другую команду. Вот. Члены этой команды, по-моему, нет. Ну, в общем, студенты освоили всю эту технологию и начали работать и зарабатывать. Значит, мы собрали от желающих образцы, даем анализы, подписываем протокол испытаний лаборатории Государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова и подпись профессора Ломаев и эксперт, какой-нибудь студент. Все. Лаборатория сертифицирована? Ничего нету. Тогда он не действительно? Пожалуйста, люди заказывают, и куда они... Тут ну, для интереса просто. Это научная работа. Я А понял. у нас есть сертификат на научную работу. Звание доктора и профессора дает До сих пор не неправду. знаю, с чего у меня Нет. настроение. Это без вопросов. Просто, Ну и все. просто ты никуда это не предъявишь. Пожалуйста.
Пожалуйста. Зато в Перми есть, можно в Перми отправить. Или в Казань. Ну зачем люди заказывают, я не знаю. Так Вот я лично тоже хочу узнать, какой у меня мед. Потом я же продаю с дома, с квартиры и прочее. И я повешу это самое, значит, сертификат. Ну не сертификат, это протокол испытаний. И там написано, какой пыльцы, сколько процентов. 5 лет назад. Вот там обычно 5, 6, 7, вот так вот. 68%. Но торгаш может продать 200 сортов меда с одного бачка. А Значит, пчеловод, почему-то а пчеловод там так не 5%, сможет. Ну, критикуйте, я все равно этим буду заниматься. Это процедура очень тяжелая, да, ведь? Дело, да, у нас сейчас в лучшем плане вопрос стоит так. Да, как-то по-другому. Пыльчинка, она по плотности, она же меньше, чем мед, плотность меда. То есть она должна всплывать. Малина была. То есть вот этот вопрос, откуда брать забор? Снизу, сверху, там, со средины. Вот основные. То есть как это все, вот, где пыльца сосредоточена? 3%. Можно из одной, ну, фляги, грубо говоря, сейчас флягами уже никто не называет. Вот. Можно сверху взять, получишь один состав, со дна другой. Вот эта работа научная, она у вас тоже ведется. Вот тогда совсем другой. Там же Больше много, там материалов. до 500, по-моему, или даже больше содержится в 1 грамме меда зерен пыльцы. Да. Или даже больше. Ну, не суть, по-моему, В грамме 5000. А? 5000 в грамме. В 1 грамме 5000 Да. крупинок. Да. Отправил летом, пришел. Ну вот я вам сказал про, как говорится, и по всем другим направлениям развития пчеловодства есть там такие предложения, группы и так далее. Читайте, выбирайте и так далее. Вот. Дальше. По Апимондии. Ну, пожалуй, раз мы договорились выставить все на сайт, то это мы сделаем буквально, я дам себе немножко читать. Но у нас подготовка к Апимондии, пусть это 2 года, это даже лучше. Я думаю, что мы все равно будем готовиться. Вот почитайте все значит, материалы, что предлагается, как Россия готовится к этой Апимондии, и подключайтесь. Если не против, мы проведем семинар уже по конкретной подготовке, кто что будет делать, какие доклады будет делать. Я по атласу, по пыльцовому анализу. Вот эти ребята, которые выступали здесь, 2 профессора, профессор-доцент из УДГУ, они вполне могут сделать доклад о болезни липы. Хороший доклад будет на международном уровне, вот так вот. Ну там еще будет выставка Экспо, то есть там можно еще торговать продуктами. Что там, входные больно дорогие на этой Апимондии? Нет? Слушай, какие дорогие для пчеловода. Ну что вы, Что-то я ребята. слышу, по полтиннику там скидываются. Ну и Для что? участия. Ну, 50 Ну, тысяч. Смысл? скиньтесь по 5 человек и по 10 будет. Я думаю, надо с этим выйти предложением правительства. Так, ага, значит, Илья подготовил нам просто информацию, что такое Апимондия. Вдруг кто-то еще не знает. Финансирование было. Послушаем это буквально 10 минут. Илья Сергеевич, милости просим. Ну, начало вот этой темы объединения обществ по интересам началось примерно в 18 веке, когда у нас начался бурный промышленный, научный прогресс, когда у нас вышла теория дарвинизма, когда наука стала пропагандироваться в массах, когда культура общества началась с изучения биологии, с изучения других научных дисциплин. И примерно 18-19 век стал началом для изучения пчел как полезных насекомых для человека. И в 1893 году был создан комитет международных конгрессов по пчеловодству. Именно с этой даты началось активное создание обществ по пчеловодству всего мира. Следующей датой является 1897 год. Был проведен первый международный конгресс по пчеловодству. Но опять-таки это был только европейский конгресс, где были европейские страны. Другие континенты не вмешивались. Это был только континентальный аспект изучения пчеловодства. Второй международный конгресс был проведен уже в 1900 году. Туда уже активно приобщались другие страны с других континентов. И чем интересен 13-й международный конгресс, который был проведен
в 1949 году. До 1949 года в связи с политической ситуацией, в связи с войнами, конгрессы проводились раз в 2-3 года в связи с нестабильной политикой. Именно в 1949 году на 13-м международном конгрессе по пчеловодству в городе Амстердаме была создана Международная федерация обществ пчеловодства Апимонди, которая получила свое название от латинского названия медоносной пчелы Apis mellifera. После этой даты активная пропаганда пчеловодства как отрасли, не просто как занятие человека, было уже налажено. В 1966 году Федерация обществ пчеловодов Апимонди создает свое издательство и начинает издавать журнал, который называется «Апиак». Он активно пропагандируется во всех средствах массовой информации, продается в свободном доступе. В 1970 году Международный институт нефрологии и экономики пчеловодства Апимонди создается в Европе, где активно проводятся исследования в области пчеловодства, в области пчеловодческой науки. В Российской Федерации, в СССР тогда 22-й конгресс по пчеловодству проводится в 1971 году, куда активно приглашаются представители пчеловодческих организаций всех стран, где активно пропагандируется международная пчеловодческая деятельность, организуются выставки и опять же освещается все это в средствах массовой информации. То есть именно с этой даты уже начинается пчеловодческая пропаганда, научная пчеловодческая пропаганда в СССР. Чем занимается Апимонди сегодня? В настоящее время в нее входит 70 организаций членов, то есть это 70 представительств стран, это как европейские страны, американские страны, страны других континентов. Главной задачей Апимонди сегодня является развитие пчеловодства во всем мире, пропаганда достижений мировой науки в области пчеловодства, польза пчел и продуктов пчеловодства для здоровья человека. Также она организует каждые 2 года международные конгрессы по пчеловодству, создает комиссии по экономике пчеловодства, биологии пчел, медоносной флоре и опылению и другим секциям. То есть она расширяет те аспекты изучения пчеловодства, которые раньше, до 2000 года, были не развиты. Исполняющим обязанности президента Апимонди к 2020 году является Питер Козмус, который внес огромный вклад в развитие Апимонди, конкретно как не общественная организация, а научной организации. Он развивает научный интерес не только у студентов, но и вводит преподавательский состав в институт Апимонди. Апимонди сегодня сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирной организацией здравоохранения. То есть она поддерживает связи со всеми крупными организациями, является правопреемником их научных фондов, рассказывает о своих достижениях в области пчеловодства. В принципе, у меня все. Но в целом можно сказать, что Апимонди сегодня поддерживает как пчеловодов любителей, так и пчеловодов профессионалов. Она объединяет интересы многих, создает среду для общения, для профессионального общения и является центром пчеловодства всего мира. У меня все. Ну что, скажем спасибо или будем дискутировать? Может, не надо дискутировать? Не надо. Похлопаем молодому человеку.